Скажу, кто ты, и оно чем-то схоже с тем, что скажи мне, любишь ли ты свою подушку так, как люблю ее я, потому что недавно гражданин Кореи решил, ну что у него валяется, пылится эта подушка, поверхность которой покрыта изображением героини японского мультфильма «Фейт Тестароза». Женюсь на тебе. Женюсь, ты мне близка, как никто другой, как ни одна другая меня не выслушивала. Ночи со мной не коротала, да и вообще, мы с тобой уже практически интимной связью поросли друг с другом. И пока эти интимные связи росли, свадьба решила все-таки состояться, и эту свадьбу решили заснять. Корейская частная телестанция производила съемки свадебного торжества и последующего, друзья, банкета. Таким образом, дорогие друзья, вся Корея знала о том, что один паренек, кто-то называл это за глаза сумасшедшим, кто-то больным, кто-то просто счастливчиком, женился на подушке, которая даже сказать ему два. Да, кстати, Саш, мне интересно. Скорее он женился вот на этой Фейт Тестароза, просто изображение было на подушке. Ну а как она ему ответила «да», как она ему кивнула, как она сказала о том, что она будет с ним и в горе, и в радости, и в смерти, и в любви, и в болезни. Он за нее отвечал, он как муж имеет право за нее отвечать. То есть в Корее вот такие правила. В общем, друзья, молодожены решили, свадьба бывает раз в жизни, пойдем покатаемся на горках в парке развлечений, потом заказали 2 порции спагетти в ресторане. Опять же возникает вопрос, кто ел эти спагетти, 2 порции? Паренек обе и заточил, потому что, как это обычно бывает, идешь со своей девушкой в ресторан, она на диете. Она заказывает всего и много, но она на диете, за ней приходится доедать. Ну да, ты прав здесь. Поэтому мы, мужчины, никогда в ресторанах ничего не заказываем, потому что мы знаем, что нам придется подъедать за вторыми половинками. Видимо, у него была свадьба, поэтому решил шикануть. Друзья, формирование интимных отношений с анимационными подушками вообще уже широко распространились и в Корее в частности, потому что в качестве модного тренда альтернативы культуры сначала в Японии, теперь и охватили Корею. Надеюсь, искренне мечтаю и верю, что Россию эта напасть не коснется. Не коснется. У нас просто свадьбы дорогие, и тратить все свои деньги, чтобы жениться на подушке. Зачем? Ведь можно просто расписаться. Жить гражданским браком с холодильником. Конечно. Проект на BBC. Ежедневно, в топовое время, в вечерний прайм. Реальное шоу. Реально для мужчин. Друзья, реальное шоу на сегодня у нас уже почти закончилось, поэтому мы скоро соберемся, сядем в свои машины и поедем по домам. Друзья, будьте осторожны, Ляля тоже сейчас поедет на своей машине домой. Вы знаете, друзья, я эту издевку, конечно, пропущу мимо ушей, но я же тоже отвечу, понимаете ли. Когда я заведу свой автомобиль, будет вот такой звук. Когда Саша заведет, будет вот такой. Ну вот и сравнила, конечно, твой литровый двигатель и мой 6,3. Ой, слушайте, он опять в долгу не остался. Ну что это за человек, как это можно работать? Друзья, дорогие, кстати говоря, про шум мы не заговорили не зря, потому что в США, может быть, совершенно скоро примут таки закон, согласно которому все без исключения машины, то есть все, и даже вот самые старенькие, должны будут при движении издавать определенный уровень шума. И новый закон коснется в первую очередь электромобилей, которые едут практически бесшумно. А почему бесшумно? Потому что, говорят, они экологически безопасны. Вот именно. И из-за того, что они такие тихие, люди их могут просто не услышать, особенно инвалиды по зрению. И представляете, едет тихая такая смерть настигает тебя на дороге, вообще ты не слышишь даже. Поэтому поставят они динамики и будут транслировать звук. А еще можно, знаешь, Саша, зачем звук, уровень шума повышать? Просто можно поставить, как говорится, красиво, правильно в народе, сигнал, или как это, фафакалку, погромче, пипикалку, да. Чтобы, знаешь, люди тебя слышали всегда из любого угла, и сердце останавливалось буквально в момент. Дорогие друзья, мы пойдем, никому мы сигналить не будем в дорогах, у нас автомобили работают как надо, уровень экологической безопасности тоже в норме, ну и, конечно же, настроение самое главное, всегда на высоте. Поэтому, друзья, с этим настроением на высоте мы с вами до свиданькаемся, до завтра и поехали домой. Поехали домой с 5-го этажа. С вами был Александр Ляля, это реальное шоу на BBC.